Selam aleyküm. İslam Bey, ne kadar beklenilgen haber bugün oldu mahkemede siz için? Mümkün mü Rus tilinde? Buyurunuz. Bugün saat 10'larda başlandı. 10 часов началось заседание значит, в Центральном районном суде. Изначально зал судебного заседания не пустили никого из родственников, значит, стримеров, журналистов, что было, мы заявляли об этом сразу, значит, выступлением. Доставили рано утром Эдема Бекирова сотрудники Федеральной службы безопасности на отдельном бусике, скажем так, уже не автозаком, как было прежде. Вот. Мы зашли в процесс, заявили, значит, судья огласил ходатайство. Ходатайство было, значит, исполняющих обязанности начальника, значит, медицинской части СИЗО, СИЗО номер 1. Ходатайство такого рода об изменении меры пресечения в связи с установленными заболеваниями, которые были выявлены после проведения осмотров. Дважды его возили, делали МРТ спины, вот, и после этого, значит, было ходатайство. İslam ya şimdi Edem Bey kayda? Да, Şimdi Edem Bey kayda? Возможно, сейчас он находится еще непосредственно в следственном изоляторе. Я не могу четко сказать, потому что я не дождался до оглашения. У меня было в Верховном суде. Ne vakit onu çıkaracaklar size malumatlarınızga göre? Ne vakit o evge çıkacak ya da belki kıtağa kaytacak? Бugün вообще по идее должны сегодня освободить, но у нас еще на завтра на 9 часов назначена апелляция на продление, которое было продление в Верховном суде. На 9 часов у нас апелляционный суд. Yani yarın endi o çıkacak anlığanıma göre, doğru mu? Этот İslam, sen bilirsin de, şimdi bu doğrusunu aytganda bu mahkemenin usulunu değiştirdiler. Endi yarınki apelляционный sudun bugünkü mahkemeye saslanıp этот kapatacak o mesele. Ya onun müddeti var. Onun için şimdi yarına İslam Aka, İslam Aka, в любом случае, да. Tezden mında yollandı. Mında yani aslında bu meseleler laf edildi ama yani bu görüyoruz ki onu işte hapiske mahkemeye barmak şartının yolladılar. Endi Edem Bekirov kıtağa yani Ukrayna'ya gelebilecek mi? Mecburi Теле булacak, косметицы, иншаллах. Потому что я не докончил. Прокуратура вышла с ходатайством, поддержала ходатайство исполняющей обязанности в медицинской части и предложила обязательство о явке. Для нас это было для защиты удивлением. Мы подготовили пакет документов под домашний арест, рассчитывая, что изменение будет под домашний арест. Значит, а тут обязательно о явке. Естественно, когда мы это услышали, ну, как бы я поддержал, как это. То есть обязательство о явке это, скажем, не санкционное действие. То есть даже если люди не явятся в суд, меры санкционного характера по этому поводу на Эдема Бекирова не могут быть. То есть если он не явился, ради Бога. Это даже не... İslam dostum, sen advokat olarak sen çıkaran явка об обязательном посещении судебных заседаний как гражданина России, это его обязывает. И если он не явится, то зачем эти неприятности, которые потом изменят эту меру пресечения, подадут его в розыск и будут настаивать снова? В настоящий момент он письменно не был уведомлен. Нас уведомили по телефону, телефонограмму, что Muhim olğanı arkadaşlar, muhim olğanı Edem Bekirovga binaen bu gibi kararının çıkarılğanı ve onun endi yakında çıkarılacağı, serbestlikte olacağı hakikaten bu muhim bugün şimdi ve hakikaten çıksa İslam Ağa biz sizinle de bağlanırmız. Çok sağ olunuz advokat İslam Veliyev.